Мы продолжаем работу на Ялтинском международном экономическом форуме. Сейчас рядом со мной министр экономики Абхазии Адгур Арденба. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Хочется начать беседу, собственно, с перспектив, которые открывает Ялтинский форум. Успели ли о чем-то договориться? Да, безусловно, Ялтинский экономический форум – это та площадка, которая служит для диалога, для построения взаимовыгодных отношений. Здесь, на Ялтинском форуме, мы уже принимаем участие в третий раз. И с каждым годом вопросы взаимодействия между Абхазией и Республикой Крым, они расширяются, перечень вопросов, перечень направлений, она расширяется. В частности, речь идет о поставках товаров из Республики Абхазия на крымскую землю и, соответственно, товаров, произведенных в Республике Крым на территорию Абхазии. О каких объемах идет речь Пока это небольшие объемы, это десятки миллионов рублей, но в перспективе речь идет уже о более крупных объемах, речь идет о строительных материалах, и также обсуждаются вопросы перспектив транспортного сообщения, это пассажиропоток, то есть создание некого такого единого подхода, единой позиции на туристическом рынке, потому что мы все находимся, и Республика Крым, и Республика Абхазия, и Краснодарский край, мы все практически находимся в одном сегменте предоставления туристических услуг. И вот это концептуальное видение о том, чтобы мы максимально корреспондировали между собой, это речь идет о транспортной составляющей, ну, с учетом того, что в ближайшее время будет введен в эксплуатацию мост долгожданный. Это позволит, если речь пойдет о морском сообщении, это позволит, скажем так, диверсифицировать, качественно диверсифицировать туристический продукт, который будет представлен игроками Черноморского побережья. Крым не конкурент Абхазии сегодня? Вы знаете, или все-таки партнер? Вы знаете, с точки зрения долгосрочной перспективы и с точки зрения такого мирового подхода, здесь речь о конкуренции быть не может. Наоборот, мы говорим о таких партнерских, взаимодополняющих друг друга направлениях. Поэтому, еще раз повторюсь, чем больше мы сможем найти точек соприкосновения, тем больше будет весь Черноморский юг, он более привлекательный для туристов. Не надо забывать о том, что мы все вместе конкурируем не только между собой, а еще с другими странами, которые представлены в аналогичном сегменте. И нам необходимо, учитывая, что мы все, находимся в рублевой зоне, мы находимся практически так или иначе в одной экономической парадигме, нам необходимо совокупными действиями конкурировать с такими игроками, как Турция, Египет, европейские страны и так далее. Когда мы сможем с ними конкурировать, по вашим оценкам? Я думаю, что если не учитывать пессимистические прогнозы, это с учетом того, что сейчас мы видим, то, что происходит здесь, в Крыму, с учетом тех колоссальных преобразований, которые произошли в городе Сочи, например, да, с учетом того, что тех шагов, которые предпринимаются в Абхазии, с учетом того, что у нас там есть природный потенциал определенный, такой привлекательный. Я думаю, что это давать конкретную цифру мне тяжело, но это не за горами, потому что... Это не десятки лет, это несколько лет. Я думаю, что да, потому что наши предприниматели, наши игроки, они научились конкурировать, они научились перенимать лучший опыт, который есть. В условиях санкций. Да, в условиях санкций. Но если говорить о санкциях, то мы видим, что вот даже на полях этого форума, где мы сегодня присутствуем, очень большое количество иностранцев. Кстати, для меня было так удивительно, что несмотря на то, что за период 12 месяцев отношения между Россией и странами Европы и Запада, они, можно сказать, усложнились, а количество иностранных делегаций и бизнесменов здесь увеличивается. Становится все больше. То есть такая обратная корреляция. Поэтому, если будет так, то мы не против. То есть, если это хорошо, значит.
Морской ветер колышет наши волосы. Да. Если говорить о море, о морском сотрудничестве с Сирией, знаю, у вас есть планы в этом направлении. Можно поподробнее? Да, мы сегодня в рамках форума, вот буквально сегодня у нас была встреча с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Но эта встреча между мной и моим коллегой уже вторая. Не так давно мы бывали с визитом в Сирии, также там встречались, говорили о перспективах взаимодействия. Сегодня те направления, о которых мы тогда говорили, мы их обсудили с учетом того, что уже сделано. Нами проработаны уже некие нормативные акты, которые позволят более качественно, более, скажем так, создать условия для бизнеса, для такого комфортного взаимодействия. Здесь присутствовал с господином министром еще губернатор Латакии, а Латакия — это крупнейший сирийский порт. Но между главным портом Сирийской Арабской Республики в городе Латакия и главным нашим портом в городе Сухум 1400 морских миль. Это на самом деле короткое расстояние, если брать, значит, это с учетом Босфорского пролива порядка 4-5 дней. И сейчас мы рассматриваем возможность с учетом перспектив морского сообщения, взаимной торговли товарами. Также мы прорабатываем перспективы в будущем построения такого беспошлинной торговли между Сирией и Абхазией. Но это такая далекая перспектива. Сейчас мы хотим проработать именно такую вот товарную корзину торговли. И может речь идти как и о продуктах питания, сельхозпродукции, так и, значит, нефтепродуктах и так далее. Если говорить о других связях, помимо Сирии, помимо Крыма, в целом, как идет сотрудничество сегодня с Россией и какие еще перспективы для Абхазии вы видите сегодня? Ну, Абхазия с учетом международной политики, о которой вам известно, находится в своего рода ограничениях. Да? Ну вот Республика Крым, в принципе, примерно то же самое испытывает. Но несмотря на это, в Абхазии есть определенного рода наработки в части взаимодействия с рядом стран. В Абхазии присутствует бизнес как европейских представителей европейских компаний, так и китайцы присутствуют, проявляют интерес. То есть взаимодействие Абхазии с миром, оно расширяется с каждым годом. И если говорить конкретно о России, конечно, безусловно, Россия является для нас безусловным лидером в экономических отношениях. На долю России приходится больше 70% товарооборота, внешнеторгового оборота. Если говорить о экспорте, это больше 86%. А за последнее время вот эта динамика, она идет в положительную сторону или вот Безусловно, безусловно. У нас экспорт в Россию только за последние 2 года увеличился практически в 2 с лишним раза. Ну, это, скажем так, благоприятная, можно сказать, обратная сторона негативных взаимоотношений России с внешним миром. Это и курсовая разница, которая, значит, в отношении валют третьих стран. Абхазия — это по умолчанию рублевая зона, и все товары, которые произведены в Абхазии в рублевом сегменте, они в ценовом плане более конкурентоспособны на российском рынке. Это в основном винодельческая продукция, сельхозпродукция. И надо отдать должное нашим предпринимателям. Они, конечно, за последние годы сильно подтянулись. Продукция очень высокого качества и на российском рынке у российского потребителя пользуется заслуженным, скажем, спросом и любовью, да, можно даже так сказать. Поэтому, конечно, Россия в плане привлечения инвестиций в Абхазию тоже номер один. Топ-10 компаний крупнейших налогоплательщиков в Абхазии — это практически 8 из 10 это компании с участием российского капитала. То есть это частные компании российские, они на протяжении 10-15 лет, некоторые из них очень успешно функционируют на абхазском рынке. Ну, с учетом размеров абхазского рынка, абхазской экономики, это достаточно крупные компании. Поэтому это направление только увеличится, расширяется. И мы, в принципе, в экономическом плане совершенно обоснованно
не видим других векторов, которые могут сильно конкурировать с вектором российской направленности. То есть Россия географически и по всем другим направлениям, она именно для Абхазии является очень приоритетным. Это в части экспорта туристических услуг у нас больше 95-96% туристов это граждане Российской Федерации. Ну, соответственно, экспорт товаров, я уже говорил, это в основном Российская Федерация. Да, сопредседатель деловой России Андрей Назаров говорил, что Крым через несколько лет станет вторым Монако. Чем станет Абхазия через несколько лет? Но если господин Назаров, скажем так, занял нишу Монако, то Абхазия может стать такой, как Лихтенштейн, Люксембург. Мы не возражаем. То есть Монако мы готовы уступить нашим братьям из Республики Крым. Ну, если сравнивать. Но если говорить серьезно, то в Абхазии есть серьезные большие перспективы. И природно-климатические, и географическая позиция. То есть у нас есть все для того, чтобы очень интенсивно развиваться. Основным препятствием для развития Абхазии на сегодняшний день является отсутствие должного уровня инвестиций. То есть это опять же связано с тем, что в Абхазию ограничен приток капитала с учетом тех политических обстоятельств, которые присутствуют. Но если взять динамику и ретроспективу, то, конечно, есть очень серьезный прогресс. И мы в этом направлении работаем. Международное сообщество, несмотря на свою определенную консервативность, можно сказать, или там однобокое видение, все равно уже мы видим, что немножко ситуация меняется. Даже в самой Грузии, которая все эти годы пытается препятствовать экономическому развитию Абхазии, тоже меняется отношение. Люди понимают, и общество понимает, что уже прошло четверть века, 25 лет с окончания войны. Ну, в принципе, я думаю, что и в Грузии, и в большинстве стран Европы, или тех международных организаций, которые вовлечены во все эти отношения, приходит уже осознание того, что назад пути нет, и надо выстраивать именно такие партнерские, деловые экономические отношения. То есть конечная цель ведь это благосостояние граждан, правильно? А благосостояние граждан это экономическое развитие, которое невозможно достичь, если упираться вот в эти политические догмы и политические, значит, фобии, как их назвать, то есть предрассудки. Поэтому время идет вперед. И у Абхазии, как и у Республики Крым, есть большие перспективы. Я думаю, что мы с вами и в ближайшее время, и в ближайшие годы будем свидетелями того, как все это развивается на благо, на благо людей, на благо граждан. Да, я благодарю вас за беседу. Нашим зрителям напомню, что сегодня мы беседовали с министром экономики Абхазии Адгуром Ардинбай.